На ярмарке фестиваля грецкого ореха фермеры и местные предприниматели удивили богатым разнообразием своей продукции. Помимо орехов и фисташек, посетителям дали попробовать варенье и напитки из лесных ягод. Всего более 40 видов сладостей и лакомств. Плоды в основном мы закупаем у сельчан. Из ореха, фундука делаем ореховые напитки 4 видов. Также мы производим 20 разновидностей соков из различных ягод. Нашими ореховыми напитками уже заинтересовались в Казахстане, Иране и Китае. Джалалабадская область давно славится своими ореховыми лесами. Существует даже легенда, что в этих краях бывал сам Александр Македонский. С собой он прихватил несколько плодов. Отсюда и название «грецкий орех». Но джалалабадцы уверены, настоящая родина дерева здесь. Местные же жители объединились в кооперативы и совместными усилиями выращивают орехи. Продукцией заинтересовались во многих странах. В этом году мы будем экспортировать орехи в Швейцарию. Переговоры по этому вопросу уже практически завершены. Нами заинтересовались в Германии, но пока нет четких договоренностей. Орехи мы экспортируем во многие страны, в том числе страны Ближнего Востока. С 2013 года мы начали поставлять продукцию в Европу. Только в Голландию мы отправили более 100 тонн. Жители Джалалабада все чаще говорят о том, как важно для региона и для всей страны в целом сохранить и приумножить ореховые леса. Зарубежные организации тоже принимают в этом самое активное участие. Немецкая организация ГИЗ начала огораживать свободные площади и выращивать новые ореховые леса. Сейчас уже можно сказать, что площади лесов увеличиваются. Несмотря на активность фермеров, ореховая индустрия в Кыргызстане только набирает обороты, но уже через несколько лет, обещают предприниматели, кыргызские орехи станут еще популярнее. Шавкат Тургаев, Руслан Калматов. Настоящее время. Кыргызстан.